Что на самом деле происходит вокруг Акнета или кто инициировал рейдерский захват? Это фрагмент нашумевшего видео выброшен в интернет одним из учредителей компании Акнет Кубаном Ажимудиновым. Он пытается представить себя пострадавшим от рейдерского захвата, поэтому ведет себя за кадром как жертва обстоятельств. Он сознательно провоцирует представителя другого соучредителя на откровенный разговор. Просит назвать сумму, которую необходимо выплатить бывшему компаньону, и назвать условия для улаживания конфликтной ситуации. Я отобрать не хочу. Об этом нет речи даже. Не может быть речи. Мы не такие люди. Я прошу свою 33.33%, не более. За эту сумму, вот период с 1 октября 2007 года по период... Сам Руслан Абдумажитов, чьи интересы представляет человек на видео, навстречу не пошел, подозревая, что будет подвох. Тем не менее, даже эта отснятая скрытой камерой запись была выброшена в интернет после монтажа и обработки, чтобы Кубан Ажимудинов выглядел пострадавшим. Кстати, есть полная версия этого разговора, а из этой записи следует, что представитель Руслана Абдумажитова говорил о вполне логичных требованиях со стороны совладельцев, имеющих в своей собственности треть компании Акнет. Старейшина сказал, значит, будем слушаться, хорошо. Но рамки тоже перегибать нельзя. Мақал бар, ол урматта кечен узатта дейт байке. Мен сизди урматтап сыйлап атам, байке сиз деп. Учитывая ваш возраст. Он троп бяхта алана, мын, тын. Зачем такие грубые слова, как будто я вам это... Рейдерством это вы занимаетесь. Путановой сказали, Ажимудинова там замутили, оказывается, он вообще корбокпен. Путановты ортолып тұрсыз, аға бір тиын бербей еткенсіз. Мұндай несі болбайды, тура Құдайға жақпаған нәрсе болады сізде. Құдайға жақпаған нәрсе бар. Елдермен бөліш керек. Тапқан түшкен ақша деген алыш керек. Аларда уақыты бар да. 10 жыл мұрын алар да салым қошқан, іштешкенді. Ладно, Құдановын іштеп еткен. Ажимудинов же работал, или не работал он у вас? Вы вдвоем только работали. Да, вон Путанов уже какая разница, имеет, работает, не работает. Он законный тоже участник. Тоже имеет свои 33%. Законным основанием. Ажимудинов ведет себя вызывающе, хвастает связями с вором в законе в России и, очевидно, считает себя неприкасаемым. 353 статья, если мы... Да хер с ним. Сяду так сяду. У меня вот однокурсник стал вором в законе в России. И он всегда говорил: Куба, если ты сядешь, ты сразу станешь вором в законе. Стану вором в законе. Зачем вам вором в законе? Думаете, сладко? Взаимные обвинения в крейсерстве звучат со стороны обеих соучредителей Акнета. Так случается, когда бизнес начал работать и приносить большие деньги. Собственникам становится все сложнее делить их между собой. Так произошло и в ситуации с Акнетом. Кубан Ажимудинов решил стать хозяином всей компании. К нейтрализации своего партнера он подключил спецслужбы и работников правоохранительной системы. В итоге против Руслана Абдумажитова была развернута широкомасштабная травля. Через суд его пытались лишить гражданства Кыргызстана. Сотрудники ГКНБ требовали его долю компании. Такое требование выдвинул Абдралиев Болот. В случае отказа он угрожал проблемами со стороны конторы. К тому же непонятную игру ведет финансовая полиция. Абдумажитов утверждает, дошло до того, что его партнер по бизнесу заказал его убийство. Я боюсь за свою жизнь, за жизнь своей семьи. Ко мне домой не раз приходили сотрудники силовых органов, угрожая мне и указывая, чтобы я им передал свою долю. Приходили в школу детям, соседям, таким образом оказывая давление на меня и мою семью. Я прошу защитить меня от угроз и давления, потому что они угрожали. Даже сегодня отправляли людей, чтобы я отозвал заявление с финполиции, в противном случае устроят для меня большие проблемы. Руслан Абдумажитов проводил пресс-конференции и обращался к президенту Кыргызстана. Однако его жалобы и заявления на действия Кубана Ажимудинова и отдельных оборотней в погонах пока остаются без внимания властей. А как хорошо все начиналось. В 2007 году Руслан Абдумажитов, решив заняться бизнесом, купил долю в фирме, которая предоставляла населению интернет-услуги. Так он начал работать в Акнете. Дела пошли очень хорошо. Уже в 2017 году выручка компании превысила 1 миллиард сомов.
Именно тогда и начались активные действия по устранению Руслана Абдумажитова от рычагов управления компанией. Руководство компании в лице Ажимудинова Кубана узурпировало всю деятельность, парализовало всю деятельность. Есть факты того, что Ажимудинов Кубан существенно занижает выручку компании, не предоставляет отчеты о компании, тем самым наносит мне ущерб. В связи с этим я обратился в правоохранительные органы, точнее финансовую полицию, с заявлением, чтобы помогли разобраться в данной ситуации, помогли вывести компанию Акнет из того состояния, в котором она сейчас находится. Это состояние, которое не дает возможности компании развиваться, не дает возможности компании быть прозрачной. Дошло до того, что Руслану Абдумажитову закрыли доступ в офисы компании и полностью отстранили от управления Акнетом. Сейчас там безраздельно властвует Кубан Ажимудинов. Все ключевые посты от бухгалтерии до руководящих постов занимают его брат и сестра Нурлан и Гульнара. Руслан Абдумажитов обратился в ГСБЭП, так как ему стало известно о том, что Ажимудинов незаконными путями выдает из Акнета сотни миллионов сомов. Он скрывает реальную выручку и тем самым наносит ущерб государству, недоплачивая налоги и обманывает компаньонов, скрывая значительную часть прибыли. Ежегодно семья Ажимудиновых присваивает как минимум 200 миллионов сомов, то есть практически по миллиону за один рабочий день. Вызывает недоумение пассивность ГКНБ и Финпола в расследовании этого коррупционного дела с серьезным экономическим ущербом. В ходе обысков и проверок, проведенных в Акнете и по месту проживания учредителей, были получены доказательства причастности членов семьи Ажимудиновых к крупным махинациям и аферам. На них не возбуждают дела и не привлекают к ответственности, потому что они откупаются и приплачивают чекистам и финансовой полиции. Вместо следствия и тщательного разбирательства Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями, наоборот, приостановила дела. Со счетов Акнета в обход решения суда следователь Абделас Улуманас незаконно снял арест. После этого с банковского счета компании было снято 4 миллиона долларов. И 10%, то есть 400 тысяч долларов от этой суммы, за свои услуги получил следователь. Об этом открыто писали СМИ Кыргызстана. Кроме того, во время обыска в доме Кубана Ажимудинова было обнаружено незарегистрированное оружие и 157 патронов. Это уже само по себе уголовная статья. Однако и на этот факт правоохранители закрыли глаза. Чтобы скрывать такие преступления, действительно нужны всесильные покровители. Может быть, в этом и кроется загадка того, почему Ажимудинов, несмотря на множество факторов, остается лицом неприкасаемым для правосудия. Я все сказал, сейчас он созвонится с вами или с кем там. Поедет сейчас распечатывать вашу квартиру. И по счету тоже соберем с ним, что вы могли там как выдавать абонентскую плату. Ага, и насчет... Завтра, да, я сказал ему либо на 15:00, либо на 16:00. Я следователю по нашему все сказал. Да, и, Саумбек, я бы хотел тет-а-тет с тобой посоветоваться. Завтра возможно, где-то во время Конечно, обеда? можно будет. Все, я позвонил, да? Хорошо. Тогда мне что, сейчас домой ехать? Да, сейчас он вам позвонит, этот самый, он сейчас выскочит и стоит этот самый, вот его распечатать. Официально протокол напишет, что вскрытие все прошло, Да. там это самое. Все, Сакет, спасибо. Все, не выскочит. Давай. Сейчас все дела по финансовым нарушениям и махинациям в Акнете возобновлены и переданы для расследования в Министерство внутренних дел. Может быть, теперь коррупционные преступления все-таки будут расследованы в соответствии с законами? Еще раз прошу вас, уважаемый президент Сооронбай Шарипович, вы борец за справедливость и за законность. Обратите внимание на мою просьбу. Заранее спасибо.